Руслан, давно так эмоционально не обсуждали творчество художников, как рисунки Алены Савельевой. Тебе не кажется? Чуть ты вдруг вспомнила об этом. Ну, была тема. Я, честно говоря, был удивлен такому космическому резонансу, который ты вызвала. Ну, видимо, попала в какое-то больное, незащищенное место и вызвала вот такую прямо вот резкую там публичную реакцию. А может, просто люди одичали за время пандемии и соскучились по культурным инфоповодам. Больше на это похоже. Ну вот, не собираюсь я сейчас, конечно, это обсуждать, но сама дискуссия наталкивает на то, что нужен разговор о нашей региональной культуре. Тебе не кажется? Мы ведь об этом еще не говорили. Ну, как ни странно, за все это время, да, руки не доходили до культуры в нашей программе. Но, оказывается, художника может обидеть каждый. Но ведь кроме художников есть еще и театр, кино, артисты. Вот. Действительно, давай поговорим, обсудим, как они переживают тяжелые времена. Давай поговорим. Дайте художникам создавать великие творения. Чувствовать себя богатым даже без денег. Денег не хватает всегда. Дайте мне проект, обеспечьте меня работой. Дайте, а вот взамен ты ничего при этом не делаешь. Очень обидно, что у нас снимают только пару режиссеров, а остальные остаются без работы. Если ты режиссер, придумай себе работу всегда сам. Театры и кинотеатры, галереи, музеи, концертные площадки осторожно, небольшими шагами возвращаются в жизнь. Но присутствие зрителя минимально, полное ограничение пандемии еще не сняты. С какими итогами, потерями или приобретениями из локдауна возвращается культура? Какие площадки нужны в Башкирии для искусства, если есть интернет и круглосуточный доступ к любым шедеврам? О своем закрытии уже заявили крупнейший кинотеатр «Искра» и культовое для любителей рока место «Рокс-кафе». Можно ли постоянно жить в Башкирии и быть творцом, известным на весь мир в широком смысле этого слова? Чего не хватает и чего с избытком для творчества в регионе? Художник должен быть голодным или вообще не надо думать ему о хлебе насущном? Поговорим сегодня честно о культуре в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Эльмар Альмухаметов, генеральный директор Башкирского театра оперы и балета. Вот сегодня в таком необычном образе. Для многих, наверное, необычном, да? Айнур Аскаров, известный режиссер и продюсер кино. И Владимир Аношкин, театровед, сценарист, музыкант. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый вечер. Итак, как вы переживаете тяжелые времена пандемии? Как это сказалось вот на том искусстве, которое вот вы представляете, Эльмар? Ну, Опера и балет. Я бы сказал, что переживали, конечно, не только наши театры, но и вся культура и искусство России. Это как бы история коснулась Да всех. что там Россия? В мировом масштабе. В мировом масштабе. Она коснулась всех, и каждый находил новые способы. Но вот именно это и породило, что, как говорил Антон Павлович Чехов, нужны новые формы. И вот эти новые формы были использованы. Что ты имеешь в виду? Нет худа без добра? Да. И хорошо, и какие новые формы, что вот вы почерпнули нового вот из этих тяжелых условий пандемии? У нас увеличилось количество интернет-подписчиков. Мы научились выходить в онлайн-режиме. Мы научились монтировать программы. Наши солисты научились работать на камеру. Мы поняли, что такое качественный звук, когда выдается картинка. И мы выходим уже на другой уровень общения со зрителем. Мы понимаем, что цифра, она должна быть не только в виде качественной картинки, но и в виде, знаете, хорошего, отстроенного и света, и звука, и даже вплоть до поглаженного костюма. Когда мы вернемся к обычной культурной жизни, это все останется? Я думаю, останется... Или все вернется на круги своя? Нет. Во-первых, мы уже никогда не будем другими. Это точно. Айнур, станут конкурентами театра оперы и балета для кино? Если они будут уже и выпускать видео, и ходить туда, наверное, не надо будет. Ну, мы, наверное, зачем-то другим приходим в театр оперы и балета, но я, честно говоря, был бы счастлив, если бы они составляли... Если бы мы могли конкурировать с ними, или они с нами, это было бы очень круто. Айнур, вы выходите 4 марта, стартует в широком формате фильм «Отряд Таганок». Как раз давайте посмотрим небольшой кусочек из фильма и дальше обсудим.
Мы создадим отряд и спасем Киромет. Картину «Отряд Таганок» уже назвали самым мудрым фильмом. Такое признание он получил на 27-м международном фестивале «Алые паруса Артека». Широкая премьера, которую задержала пандемия, все же случится. 4 марта фильм для детей по повести Мустая Карима «Таганок» выйдет на большом экране. Это история о деревенских мальчишках, которые отправились с миссией заселить рыбой горное озеро и тем самым спасти его. Натурой для съемок были выбраны деревня Толпарова Гуфрийского района и Шихан-Юрактау. Все дети-актеры без опыта киносъемок. Их команда фильма во главе с режиссером и продюсером Айнуром Аскаровым искали по всей Башкирии. Отсмотрели больше 500 кандидатов. Работу над фильмом начали в 2018 году, и уже через год, к столетию со дня рождения Мустая Карима, состоялся первый предпремьерный показ. Сразу готовился широкий прокат, но в планы вмешалась пандемия. За это время ленту представили на международных и российских кинофестивалях, где фильм «Отряд Таганок» заработал коллекцию наград. Айнур, скажите, ну вот пандемия, как сказалась на вашей работе? Отложился, получается, кинопрокат, да? Вот что еще? Но в целом мы как-то... На самом деле, вот я сейчас вспоминаю этот прошлый год и понимаю, что мы удачно вошли в пандемию, потому что успели снять там короткометражные работы. Да, был промах с тем, что мы не успели выйти с «Отрядом Таганок». Он так немножко заждался, настоялся, но картина от этого стала только лучше, я считаю. Поэтому... Вы что-то дорабатывали за это время? Звук дорабатывали. В основном очень детально подошли к работе со звуком. И 5.1, и башкирская версия, и русская версия. Все очень качественно сведено, записано, живые инструменты, и все очень прям на высоком-высоком уровне. Ну а в материальном смысле как сказалось это? Потому что вот то время вынужденного простоя, это же нужно как-то оплачивать, да? Ну да. Вынужденный простой. Я же фрилансер, и я работаю с людьми, которых просто нанимаю, и в случае тяжелом я их просто распускаю. У меня нет людей в штате, которым я плачу зарплату. Это в этом плане... В этом плане попроще. Попроще, да. И эти 2 месяца мы писали сценарий к новой картине, делали «Семью года», планировали. И поэтому, анализируя, я понимаю, что мы очень хорошо прошли. Вообще у ваших проектов есть бюджетное финансирование? Да, в основном бюджетное финансирование. Владимир, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, пандемия насколько серьезно ударила по культуре, в частности, вот по культуре нашего региона? Ну, серьезно ударила, конечно, мне кажется, это очевидно, но удар... Ильмар Разинович правильно сказал, что вещи, которые откладывались в течение многих лет, на которые, скажем так, никто не обращал внимания, потому что, ну, есть какие-то институты, которые так работают, я имею в виду институты, ну, как формы, например, формы донесения информации до зрителя, там, способы собрать этого зрителя, привести его на спектакль, либо же на какое-то мероприятие. Они были, на мой взгляд, устаревшими, а сейчас, да, все поняли, что нужно выходить в цифровое пространство, что там можно жить, можно работать, нужно там быть, нужно там присутствовать. И, в общем, работа в этом направлении ведется. Наверное, нас, ну, то есть меня, как тоже человека, не связанного с бюджетными учреждениями культуры, ну, вот по, как сказать, не связанного, да, официально я не работаю там, только на каких-то проектах. Меня это не очень коснулось, но я вижу, как меняется отношение людей ко многим вещам, что-то становится проще делать. Вот очень часто приходилось слушать мнение, что время пандемии, вынужденного простоя, наоборот, дало многим творческим людям время и возможность подумать, осмыслить, начать какой-то новый проект, по крайней мере, работать над ним. Если деньги в запасе есть. Даже без денег. Ну, конечно. Просто там в виде какого-то синопсиса, проекта, мыслей. А, Ильмар? Ну, вообще, идей, вот действительно, это время идей. И оно давало практически пищу для размышлений в таком свободном, не захаотированном мозге. Да, Было время подумать. Да, было время не то что подумать, взвесить. Какие-то идеи, которые тебе в прошлом казались, что ты их воплотишь и будет все замечательно, они прошли какой-то анализ и просто были отметены. А те, которые казались малозначительными и, может быть, с такими, скажем, ну, не требующими твоего внимания, вдруг они стали именно такими конкретными, обросли, скажем, скелетом,
которые потом выстрелили, потому что ты проанализировал и понял, что, оказывается, вот в этом было зерно. Вы про видео? Я говорю не только про видео, целом. Ну, а- я говорю в целом и о стратегии развития предприятия, и о работе со зрителем, и о продаже билетов, и о коммуникациях в международном сообществе. То есть мы говорим про маркетинг. Мы говорим про все, про жизнь театрального учреждения. Это было время раздумий. И я оговорился, я сказал, мы никогда не будем другими, мы никогда не будем Ну, прежними. раздумья тоже бывают разные, они Да. бывают и тяжкие, да? Мы поговорили с некоторыми деятелями кино, и давайте вот посмотрим и оценим, и обсудим их экспертные мнения о состоянии отрасли. Мне как режиссеру это важно сказать, то, чтобы сохранять культуру, необходимо, чтобы вот эта высокая культура у нас была. Человек не сможет создавать культуру, если он будет чувствовать себя нехорошо. Поэтому нужно просто создавать атмосферу не агрессии в информационном пространстве, не растаскивания людей по разным углам, где люди сегодня в информационном, как скажем, потоке, да, просто одни плюют на других, да, и ты понимаешь, что это что-то не то, что здесь происходит какое-то насилие, даже информационное насилие. Создайте атмосферу спокойствия и дайте художникам создавать великие творения. Оно само уйдет во внешний мир через что? Через зрителей. Они говорят, смотрите, у нас какие фильмы. Смотрите, и сюда люди потянутся. И потянувшись сюда, что появится? Появится просто туризм. Появится интерес нашей республики. Появится внимание и имиджевая сторона. У нас положение, в общем-то, не изменилось, как оно было лет 10 назад и 15 назад, и, да, может, даже 20 назад, оно, в принципе, таким же остается. То есть мы просим обратить внимание на всех действующих кинематографистов, как-то их обеспечить профессиональной деятельностью, но основная часть наших профессионалов остается, конечно, без работы, что очень удручает, потому что это очень прекрасные специалисты, закончившие в ГИК и Санкт-Петербургский институт кино и телевидения. Поэтому очень обидно, что у нас снимают только пару режиссеров, а остальные остаются без работы. Айнур, Да. вы согласны с Зухрой о том, что режиссера обязательно нужно обеспечить работой, или все-таки режиссер, он Я должен... думаю, что режиссер тот человек, который не сидит без работы никогда. Он сам в себе всегда находит Хороший работу. режиссер. Ну, да, ну, если ты режиссер и называешь себя режиссером, придумай себе работу всегда сам. Я с нуля просто сажусь, любая встреча с кем угодно, можно сесть и придумать идею. Эту идею носить на руках, доносить ее, искать деньги под нее, собирать команду и делать кино. И я всегда делаю так, никогда не сижу без работы. И мне чем и нравится эта профессия, что даже ничего не имея, сегодня можно все потерять, а завтра придумать что-то и чувствовать себя богатым даже без денег, потому что... Айнур, а что можно ответить Главная ценность — это идея. что можно ответить тем твоим коллегам? Я периодически слышу такие мнения, что дайте мне проект, обеспечьте меня работой, я Вот сижу без о чем дела. говорит Зухра? Да, я Она, понимаю. вот Что есть можно зерно им истины ответить? у нее? Ну, я думаю, что надо показать конкурентоспособный продукт сначала, а потом уже говорить, что дайте мне. Если ты не можешь изначально показать и сделать качественно что-то, ну, просить, извините, уже, наверное, не имеешь такого большого права. И, ну, можешь просить, но никто тебе не даст, скорее всего. Когда ты год от года говоришь, дайте, 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 а вот взамен ты ничего при этом не делаешь, даже если тебе дадут, ты все равно ничего не А сделаешь. как это без денег, как это можно сделать? Ну, есть же разные формы Или реализации. деньги здесь не главное? Деньги не главное, абсолютно. А что главное? Ну, первая работа Именно мы снимаем- желание и способность? Именно желание, способность и единомышленники рядом, которые заинтересованы и верят в свою идею. Что ты даже без денег можешь сделать качественный, хороший продукт. И заплатить им не деньгами, а славой. Потому что мы все работаем здесь не ради денег, а ради славы. Айнур, честно говоря, вот скажи, пожалуйста, вот ты активно работающий режиссер. С завистью коллег приходится Да сталкиваться? постоянно. Ну, вот сейчас мы видели, это же речь обо мне, это говорят проявление про меня. зависти. Пару человек снимающих, это я, да Булат, наверное, а кто еще? Ну, видимо, но при этом режиссеров, кинорежиссеров, это я, Булат, Айсуак, который тоже снимает, что-то делает. Поэтому, ну, у каждого свой ритм, у каждого своя скорость. У меня в этом году 3 полнометражных работы, вот сейчас
надеюсь, выйдут в свет. 3 полнометражных работы. Казалось бы, такого нельзя было представить там года 3-4 назад, но это сегодня есть. Это круто, я этим хвастаюсь и говорю, потому что это не я их сам сделал, а человек 50 со мной вместе мы проработали и сделали. Эти специалисты, про которые говорят, что сидят без работы, нет, они все при работе. Каждые 3-4 месяца мы запускаемся и делаем большие, хорошие проекты. Окей. Володя, скажи, пожалуйста, вот зависть и конкуренция – это нормальное явление вот для мира искусства, культуры? Нормальное в плане того, что распространенное, или как я к этому отношусь? И то, и другое. Ну, распространенный, конечно, постоянно все с этим сталкиваются, и это, да, это норма. В плане того, что хочется видеть мир лучше, где мир без зависти, мир без страданий, ну, да, хочется. Мы но- будем камнями тогда. Я сам человек очень Да. завистливый. И на самом деле, когда думаю, кто-то что-то хорошее снимет, хороший прием применит, я думаю, блин, почему я об этом раньше не догадался? И это сразу подстегивает меня обходят, наступают мне на пятки. Я начинаю работать активнее, придумываю еще более крутые вещи. То есть мы Это- правильно понимаем, это что хорошая зависть вещь, – это зависть. двигатель Конечно. творчества? Для Как любого говорила творческого человека это Фаин очень Георгиевна важно. Раневская, жалость раздается бесплатно, а вот зависть надо заслужить. Да, поэтому... Володя, на какие деньги вы снимаете клипы? На свои, Кстати, кровные. давайте посмотрим небольшой отрывок из вашей одной из последних работ, которая, в принципе, вот выстрелила. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так за что же ты поранее любила Ивана? За голову кудряву или из-за Геленвагена? Его отваги бы ему признаться нету чувства, что когда-то стягивало вас. Володя, но Пару вот, слов, да? да, Ну, расскажите, какая была обратная связь у зрителей по поводу вот вашей работы? По поводу «Узорицы», да, мы скажем, что это группа «Узорица», Да, да. участником которой я являюсь. Это коллектив, который исполняет русский фольклор, в том числе русский фольклор, собранный на территории Республики Башкортостан, записанный здесь, в фольклорных экспедициях. Но мы придумываем такие актуальные аранжировки, используем электронику и, в общем, пытаемся сделать Что-то это... противовес Аргамаку? Да нет, противовес никогда такого не было. С Аргамаком мы хорошо знакомы с основания группы. Аргамак не немножко, то есть это все равно больше рок-группа, по крайней мере, они начинали так, как рок-группа. Сейчас они больше экспериментируют с такими поп-жанрами. Да, мы изначально собирались как электронный проект. Вот. По поводу обратной связи, да, в нас тоже, использую это слово, все поймут о чем я, тоже летели камни, что мы порочим, так сказать, что нельзя брать русскую народную песню, что нельзя брать фольклор, нельзя исполнять, значит, танцы откровенные, нельзя вот, чтобы были такие Это, биты и так далее. это в сравнении с тем, что было с Аленой Савельевой, Да, с ее конечно, рисунками. конечно. Вы про это конечно, говорите? да. То есть просто, наверное, есть какая-то взаимосвязь. Конечно, у нас такого резонанса было меньше. Почему? Потому что... А вы бы хотели большого резонанса? Любой ценой? Любой ценой бы не хотел, конечно. Зачем? А любой где вот эта ценой? вот граница между ценой, которую можно заплатить за успех? Граница в том, насколько честно ты делаешь то, что ты делаешь. То есть, если ты готов поступиться своими принципами и, в общем, как-то изменить своим ценностям для того, чтобы сделать продукт, который там, ну, в общем, выстрелит и вызовет большое общественное обсуждение, тогда, наверное, нет. То есть мы прекрасно сознавали, что мы делаем. Володя, можно ли твои слова понять, что, допустим, у таких людей, как Моргенштерн и Фейс, принципов нет? Ну, не знаю, я с ними не знаком лично. Мне кажется, что они немножко в другой сфере существуют. Вот по поводу Моргенштерна, да, Моргенштерн — это же шоумен, это не музыкант, да. Но он супер популярен. Ну, это и он- нормально. Ну, хорошо, то есть есть немножко другое пространство. Это не пространство музыки, это именно пространство шоу, для которого нормально эпатировать. Шоумен должен эпатировать. А у нас еще есть мнение известных людей. Насколько дружелюбна атмосфера для творческих людей в Башкирии? Давайте их послушаем и обсудим.
Из республики сейчас очень часто приходят предложения по выступлениям на различных мероприятиях. Я, конечно же, буду по возможности приезжать и выступать в своем родном крае. А что касается проекта «Голос», сейчас у меня сотрудничество с Universal Music. Это один из лучших музыкальных лейблов, и совсем скоро у нас выйдет сингл. И я хочу сказать всем подросткам, и себе в том числе, что не надо зарывать свой талант ленью. Все свободное время, которое у вас есть, тратить не на гаджеты, не на соцсети, не на просмотр сериальчиков, а на себя, на свое творчество, на свое развитие, и тогда у вас все будет хорошо. Хорошо, Ильмар, ты представляешь классическое искусство, театр, опера и балет. Скажи, пожалуйста, вот твое мнение, твоя позиция. Где вот эта вот красная черта, которую нельзя переходить? Вот в тех вещах, которых мы сейчас делаете, обсуждаем. чтобы больше заработать? Вы знаете, я все-таки всегда говорю о том, что должно быть чувство меры и вкуса. И еще ты должен понимать, в какую аудиторию ты стреляешь. Это что вообще? Это правильно, как в мультике Карлсона: уберите своих детей от экранов телевизора. Я бы не хотел этого. Меня это возмущает. Да пусть он эпатирует, понимаете, но когда этот эпатаж переходит, какие-то границы, это уже вседозволенность. Вам обидно, что он более популярен, чем классическое искусство? Нет. Почему? У каждого свой зритель. Но Абсолютно. разве любое творчество не направлено на то, чтобы расширять аудиторию? Расширять аудиторию нужно, качественную аудиторию расширять. Искусство, оно действительно, это вот стереотип, что искусство принадлежит народу, на самом деле нет. Искусство, оно познается народом и принимается или не принимается. Тут анализируется вопрос, или нет. надо ли поднимать народ до уровня того искусства, которое ты продвигаешь, или наоборот опускать искусство до уровня народа? Обязательно нужно поднимать. Поднимать народ до искусства. Мною любимый, уважаемый академик Капица говорил о том, что культуру нужно насаждать, даже силой. Насаждать? Насаждать, иначе нация будет потеряна. Ты говоришь о массовой культуре? Я говорю или об элитарном искусстве? Все-таки балет – это же все-таки элитарное искусство? Во многом. Нет, балет как таковой, если мы берем, из чего он зародился из народных танцев. И тогда уже постепенно мы уже говорим о том, что народные танцы начали выходить на профессиональную сцену. И появляются уже люди, которые интерпретируют народные танцы уже в другом ключе. И это тоже была в свое время революция, когда вдруг балерун вышел только в колготках, понимаете? И тоже все возмущались. И как это вдруг у Григоровича в балете танцевали с обнаженной грудью, понимаете? А на самом деле это, сейчас это уже классика. Время не стоит на месте. А когда у нас в Башкирском театре оперы и балета будут с голой грудью танцевать? В смысле, надо, что ли? Пока он генеральный директор, этого не будет никогда. Я вот так как-то даже растерялся от такого вопроса. А для чего это? Для того, чтобы было больше зрителей. Ну вот смотрите, Моргенштерн же эпатирует. Больше зрителя, но он запомнит только эту грудь, но не все остальное. Айнур, вы как считаете, нужно эпатировать? Нужно же что-то делать такое для того, чтобы было больше зрителей? Или все-таки придерживаться чего-то традиционного? Я согласен с Ильмаром, что все-таки надо делать чуть-чуть повыше уровнем, чем такое балаганное искусство, да? Чтобы народ тянулся к светлому все-таки, чтобы публика тянулась к светлому, тогда, мне кажется, это вот дело вкуса и дело, не знаю, каких-то ценностей внутренних. Совести видимо. самого автора? Да, я говорил не раз в интервью, что, в принципе, много ума не надо снять кино на злобу дня, которое будет разрывать там все шаблоны про башкирских геев и прочих, и получать на Берлинале золотых медведей, серебряных медведей. Но это не про меня, я не готов делать такое. Хотя вот так это можно сделать. Все-таки национальное легко. чувство – это такая очень деликатная сфера, и там очень нужно аккуратно к этому подходить. Мы записали еще несколько экспертных мнений деятелей культуры. Давайте посмотрим, давайте послушаем.
последний год очень трудно говорить о культуре, потому что культура требует внимания общественности, ей нужен зритель. А в связи вот с этими вот, как это, вирусы или с этой пандемией, да, там, мы очень многое потеряли там в плане и театра, и кино, и, вот, и выставок. Вот моя последняя выставка, да, там собрались человек 10-15, а в позапрошлом году человек 150 на открытии были. Вот что, вот мы что-то теряем, но, наверное, иногда надо посидеть в тишине, там, годик, чтобы родить что-то новое. Я вот как бы не заметил, что я что-то потерял в плане творчества. Вот. В плане показать потерял, а в плане вот потворить нет. Сейчас, на сегодняшний день, нам очень трудно сказать, как мы будем реагировать. Вот эта выставка новая, да, мы именно здесь хотели показать новые работы, чтобы посмотреть, чем мы живем, чем мы дышим. Ну и, в общем-то, результат нас, конечно, устроил, да, но это здесь представлены, в общем-то, художники-профессионалы, уже те, которые не первый раз на нашей площадке выставлялись, а совсем о молодых художниках говорить, ну, пока еще мы не видим, что там они делают, и мы не очень понимаем, как они, что они чувствуют при этом, и какие у них планы. Мне кажется, больше должно каких-то открываться площадок выставочных, потому что у нас для нашего миллионного города, мне кажется, у нас очень мало таких пространств. И обязательно должен быть какой-то музей современного искусства, где проходили бы постоянно какие-то лекции, мастер-классы, какие-то, ну, не знаю, какие-то, велась бы какая-то кураторская большая работа. Мне кажется, вот этого не хватает, потому что вот это все, оно формирует среду. Ну, о важных вещах, на самом деле, мы сегодня говорим, и наши спикеры тоже. Ильмар, ну, действительно, в последнее время очень часто приходится сталкиваться с тем, что обсуждение вроде бы культурных инфоповодов проходит в очень агрессивной манере, обстановке и в соцсетях, и люди там готовы загрызть друг друга, фигурально выражаясь. Почему так происходит? Почему такая агрессия друг к другу? Вот эта вот большая мешанина разных людей, отзывов, мнений. Я не знаю, как в этом вычленить золотое зерно. Не знаю. Потому То что... есть в этом нет демократии? Демократия? Да, вот когда каждый может высказаться вот в интернете, все, что он думает о другом. А что такое демократия? Ну, это уже отвлеченный. Вот это, для меня это вопрос такой размытый и туманный. В том, что сейчас происходит, это анархия, это не демократия. Хаос. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Ну вот, Руслан, есть такое мнение, что у нас театры очень высокомерно себя ведут, спасибо, Ленар, большое, не зазывают они зрителя, они хотят, чтобы зритель сам к ним пришел. Ну, слушай, сколько критиков, столько и мнений. Я как зритель сколько тебе людей, говорю. столько и мнений. Насколько все, что касается искусства, это вообще настолько все субъективно. Ну, конечно, проблема Хочешь сказать, вкусовщина? у театров, конечно, вкусовщина есть, да. Особенно вот недавняя смерть многолетнего руководителя Русского драматического театра Михаила Рабиновича, светлая ему память. Что будет дальше с русским драмом? Что будет с остальными театрами, которые пережили тяжелые времена? Вот, ну, давай поговорим об этом. Закончились ли они, эти тяжелые узнаем у времена, наших гостей, да. А вы не переключайтесь, антракт скоро закончится. Дайте художникам создавать великие творения. Чувствовать себя богатым даже без денег. Зрителям никто ничего не объясняет, зритель никуда и не идет. Зависть и конкуренция – это нормальные явления? Зависть надо заслужить. Шоумен должен эпатировать. Должно быть чувство меры и вкуса. В эфире БСТ программа «Честно говоря». Сегодня мы обсуждаем, как чувствует себя в пандемию культура региона. Не пропали ли у нее обоняние и вкус? Ильмар, мы уже говорили о том, что в период локдауна театр оперы и балета работал практически в режиме онлайн. Давайте посмотрим, как это было.
В Башкирском театре оперы и балета это время кризиса обернули в возможность. Впервые вышли с прямой трансляцией оперы «Кармен» в YouTube. Спектакль онлайн зрители посмотрели в 3 раза больше, чем физически поместил бы зал. Конечно, за это никто не платил, но многие из тех, кто купил билет на это представление, сдавать их не стали. Мы же работаем для зрителя, для нашего любимого зрителя, который приходит, который не сдает билеты, а именно держит у себя, тем самым поддерживая культуру и искусство в республике. Насколько тяжело, сложно создать конкурентоспособный продукт в культуре нашей республики, который был бы заметен и конкурентен на внешнем рынке, за границами республики, на федеральном уровне или на международном? Мы смотримся хорошо. Мы входим в 10 лучших оперных домов России. Диляра Идрисова у нас молодая певица, это уникальная исполнительница барочного плана, она востребована по всему миру. Эльвира Фатыхова, наша примадонна, она работает на 2 театра, она примадонна Сиднейской оперы и нашего театра. Ильдар Аскар Абдразакова. Ребят, здесь все зависит от того, что либо ты лентяй и будешь говорить о том, что мне вот это дайте, я тогда это сделаю. Или ты все-таки работяга. А денег вам хватает? Денег не хватает всегда. Да. А как со зрителями вы работаете? Со зрителями мы работаем очень хорошо. Я считаю, что те технологии, которые мы применяем для нашего зрителя, для привлечения, они вот в пандемию, кстати, показали свою эффективность. У нас просмотров именно молодых людей стало очень много. Вы какие-то дополнительные силы, ресурсы привлекли для создания видеопродукта? Вот этого для видеоконтента, обеспечения трансляции? Мы закупили оборудование. Сами закупили, 4К. сами снимаете? И у нас теперь или кого-то привлекаете? Сами. Эльмар, есть мнение одного уфимского молодого театрального критика, который считает, что политика театров в Уфе по отношению к зрителям высокомерна. Давайте послушаем. У театров есть какое-то, мне кажется, предубеждение, что зритель им должен ими интересоваться, должен к ним прийти, должен понимать, должен прочесть, должен быть готовым к восприятию. Нет. Зритель не знает, на что ходить. Он не понимает, какие спектакли идут и чем они должны его заинтересовать. С фильмами все понятно. Со спектаклями, начиная от жанра типа «Ирония в 2 действиях», что должен вынести из этого зритель, непонятно. Заканчивая описаниями, где филигранно-точная работа режиссера достала искомое зерно из произведения классика и неимоверно актуально влила его в сердца зрителя. Но описания спектаклей в основном такие, у всех театров. Читать это, конечно же, никто не будет. Зрителям никто ничего не объясняет, зритель никуда и не идет. Ну, ты поддерживаешь его мнение? Согласна с Сергеем? Ну, скажем так, я бы не хотел быть настолько категоричен, как Сергей Першин. Мне вообще не нравится формулировка «все», «всегда», «люди», «общество». Объединяющая объединять. Это неправильно. Кто-то работает, кто-то не работает. Конкретные люди... Но Сергей, вот он именно говорил о классических театрах, избегая театра оперы и балета, он как раз отметил, что театр оперы и балета, слава богу, там что-то начали показывать, но все остальные, русский театр, вот он больше за русский театр переживает, что они там совсем... Давайте про русский театр вообще сейчас, мне кажется, говорить смысла нет. У них очень тяжелая ситуация, и непонятно, как они вообще выйдут из нее, каким театр будет в ближайшие годы. Почему тяжелая ситуация? Давайте зрителям объясним. Потому что Михаил Исаакович Рабинович умер в этом году, и театр остался без своего руководителя, который руководил театром, почти 40 лет, 38, наверное, да? Сколько? 37. Вот. То есть... Но ведь говорят, незаменимых людей нет. Вот в чем здесь сложность? Сложность в том, что так уж была сформирована модель русского театра, в котором я тоже работал в литературной части, что Михаил Исаакович, по сути, не оставил преемника. То есть в театре не было, кроме него,
режиссера на постоянной основе, режиссера, который был бы при театре, перенимал его опыт, его режиссерский стиль и так далее. Такого режиссера не было. Вот уровень развития интернета все-таки сравняло возможности провинции и столицы. Абсолютно. Сравняло. И, в принципе, стартовые возможности у многих одинаковые. Конечно, в зависимости от какого-то первоначального бюджета. Так, Ильмар? Абсолютно. Потому что когда тебе приходят отзывы, и эти отзывы идут с разных площадок и из разных стран. Вы получаете обратную связь? Да, мы получаем обратную связь прямо во время трансляции. И это живой диалог. И мы видим эту обратную связь. Она очень интересная. Но в то же время сарафанное радио работает даже иногда лучше, чем YouTube. Когда мне сказали, что вот хороший фильм, сходи, посмотри «Из Уфы с любовью», не знаю, кто режиссер, вот. Я пошел и посмотрел этот фильм. Я посмотрел и думаю, а что такой незашоренный человек-то появился у нас? Откуда? Да, откуда? Потом мне удалось увидеться с Айнуром. Да? Потом я посмотрел фильм абсолютно незнакомого для меня человека, который вышел со школы Булата Юсупов. Девочка, которая просто на телефон, да, сняла свой фильм. Это короткометражка, но она настолько искренняя, и она попадает так туда, куда надо. Потому что не может хороший продукт быть сейчас, в наше цифровое время, лежать на полке. Он выстрелит. Это, знаете, как говорят, не бывает хороших неизвестных актеров. Если ты хороший актер, то ты будешь автоматически известен. Резюмируя наш сегодняшний разговор, да, вот коротко. Мы только разогрели. Только разогрелись. Есть своя специфика в общении с деятелями культуры. Я только это поняли, учту о чем на говорить. будущее. Да, Я это учту на будущее. Да. Сначала резюмируя наш сегодняшний разговор, Володя, вот у нас есть такая традиционная фраза в передаче, да, есть ли свет в конце этого тоннеля? Так, по-моему, он и не только в конце тоннеля, он как бы вокруг. У меня нет сомнений на этот счет. А иначе зачем этим заниматься, да? Ну да, да. Айнур, если ты понял, о чем речь. Вообще один свет вокруг. Свет надо и просто тепло. работать. Да, надо просто работать, придумывать, быть незашоренным, быть интересным и танцуй так, как будто тебя никто не видит. И все будет. И тратить энергию все-таки на работу, а не на жалобы. Да. Да? Наверное, да, так? Абсолютно. Ильмар? Я скажу только одно. Иди на свет. Главное, чтобы это был не свет идущего навстречу поезда. Уважаемые гости, очень интересная сегодня была тема. Мы обязательно вернемся еще к теме культуры. Большое вам спасибо, что нашли время прийти и за предметный и честный разговор. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Вот, Руслан, я так и подозревал, что театры плохо работают со своим зрителем. Плохой у них маркетинг. Я говорил. Да. Ну, мы сегодня много говорили о том, что мало создать какой-то творческий продукт, там, спектакль или перформанс, надо еще его и продать. И ничего, на самом деле, постыдного в этом нет. Хотя обязательно найдутся люди, которые скажут, искусство не продается. Руслан, но кто вообще должен говорить, что такое определять, что такое искусство? До сих пор это только профессионалы говорят, а нужно, чтобы большинство. Ну, это бесконечный спор, на самом деле. Там есть массовая культура, есть элитарное искусство. Вообще каждому свое. Не знаю, мне кажется, это плохое разделение, но чтобы это обсуждать, нужна еще одна передача. Мы обязательно вернемся к этой теме. Честно говоря, минувший год пандемии с культурой особо не церемонился. Было плохо всем отраслям, но грациям искусств досталось особо. Они выживали как могли, задыхались в онлайн-изоляции, испытывали муки одиночества, ломоту закрытых залов и кашель банкротств. Хватит ли нашим творцам культурного слоя антител, чтобы не потерять чуйку и вкус? Вот откроется занавес и увидим всю глубину оркестровой ямы. До свидания. Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны. Да, и берегите себя и своих близких.